февраля 1991 года отменили закон о спекуляции. Я утром пришел на работу рано, приходит ко мне Парначев, Сан Саныч, помнишь? Говорит: Алексеевич, пойдем выйдем. Я говорю: что, да пойдем. Мы выходим с горисполкома. Вот улица до ЦУМа, до 12-й школы, вся была заполнена шмотками. Все вынесли торговать излишки, которые у них сохранились. На деревьях висели пиджаки, рюкзаки, джинсы и так далее, стиральный порошок. Вот пример привожу тоже Комибанка. Это был переход с рыночной, с государственной системы, с плановой на рыночную. Вот каждый год все северные территории получали дотации на досрочный завоз товаров. Вот сейчас половодье, железных дороги нет, автомобильной дороги нет, деревни, которые оторваны, досрочно туда завозятся товары. Потому что можно только по реке доставить. Уголь, продовольствие, там, удобрения, там, комбикорма для животных и так далее. Государство всегда давало деньги. Это было как бы в законе. Это все знали сельхозники, лесники и так далее. И в 97-м, по-моему, в 97-м году то же самое нам говорят: дотации, все окей, вот вам там 100 миллиардов, к примеру, это миллиарды были большие. Но одно условие: распределяйте через коммерческие банки. А коммерческий банк один, Коминбанк. Мы приглашаем Вострякова, вот так и так мы даем список, кому. Востряков получает на расчетный счет деньги, приходит руководитель, он подписывает и отдает. Приходит 98-й год, я, может быть, 98-й, 97-й, вот, как бы путаю, но в эти годы. Востряков приходит ко мне и говорит: Анатолий Алексеевич, мне, говорит, дотации не дают, сказали: вот вы в прошлом году 100 миллиардов раздали, соберите, отдайте. Мы вам дали кредит, беспроцентный, но кредит. Он говорит: а я же по вашему распоряжению все раздал. Получил совхоз Вишенский, совхоз Нишинский, там и так далее. Мы едем в Москву. Гайдару я лично ездил 2 раза. Говорю: Егор Тимурович, ну посмотрите, это вот еще был Егор, а потом уже к Черномырдину. По-моему, после Егора стал Черномырдин, да? Да. Я уже вот не помню. Ребята, что вы делаете? И знаешь, что они стали, ты разберешься? Они говорят: нет, ни в какую скорость счета Комибанка, в котором были Воркута-Уголь, Коминет, все предприятия, деньги там, потому что коммерческий банк был, стали снимать в день по 18 миллиардов. Они за 10 дней банк обанкротили. То есть, а это же не надо спрашивать разрешения. Курс счета у них в Центробанке 18. Мы собрали, ну я не знаю, что нам нужно было делать. Спиридонов поехал к Борису Николаевичу. Что Борис Николаевич? Да, он же был, прорвался к нему. Борис одно только сказал: я Егору доверяю. Он не вникал. Вот банкротство Коминбанка. Нам говорят: банк, там деньги куда-то ушли. А Левицкий уже как бы здесь был, он, по-моему, уже президентом уже заканчивал. У нас в 90-е годы, при той сложности, которая была, при той инфляции, которая была, при тех проблемах, которые были, когда не было живых денег, люди не старались уехать из республики. Сегодня социсследования даже показывают, что больше половины молодежи сегодня с готовностью бы уехали. Кура звонит, говорит: Алексеевич, кто такой Зарубин? Вот был такой. Да ты что? Приехал, говорит, к нам в офис, встречу просит ко мне, говорит, что он главный советник УТОРО. Ну да, главный советник. И знаешь, что он, говорит, сказал? А, нет, говорит, принять. Прими, он там действительно второй или третий человек сейчас УТОРО. Ну, он принял его, потом перезвонит мне и говорит: слушай,
я не понял, говорит, разговор. Он пришел и сказал: Сергей Петрович, вот представляю новую команду. Вот хочу с вами обговорить условия нашего сотрудничества. Я говорю, а какие? Говорит, у нас тут договор есть. Там, все, как мы там записали, так мы выполняем, 100%. Говорит, нет, ну, команда поменялась, были одни люди, были одни условия, сейчас новые люди, новые условия. Говорит, ну, а какие условия? Ну, давайте это. Да? Сергей Петрович, ну, типа, не прикидывайтесь дурачком. Я говорю о тех вещах, которые не прописываются в протоколе. Он говорит, а у нас других отношений не было. Ну ладно, что вы так придуриваетесь. И он сказал, не было у нас других отношений, с вами тоже не было. Он там что-то еще пытался, потом он пошел к Федуну, Федун тоже его так мягко отшил. Вот с чего начиналось их паломничество в республику. И так со всеми. Ну, Газпром их даже не приняли. Вот про Лукойл я рассказал. По Воркуте там нечего было пока ловить, потому что были бедные. Ну, это не так. Они думали, что так должно быть, потому что даже они не предполагали, что у нас нет таких вот не этих неформальных отношений. Эти люди, эти две команды, там поменялся только Торлопов и Гайзер, остальные все остались. Это одна команда. Одна команда. Просто Торлопова еще один срок бы не назначил. Поэтому взяли и выдвинули из своей команды, выдвинули Гайзера. Могли бы выдвинуть Чернова, но Чернов и Зарубин – это отдельная категория людей, которые никогда не ставили подписи на подписчика. Вот Зарубин – главный советник, Чернов все время был советником. Посмотрите, он несколько лет работал советником. И потом его назначили зам главы республики. И у них каждый отвечал за свое дело. Они создали очень мощную, эффективно работающую команду. Но команду, работающую в интересах своей группы, своей команды. Все вопросы, которые решались в первую очередь, касались того, что можно на этом заработать. Почему я даже, скажем так, не то, что я участвовал в разговоре, не буду говорить персонально, но я говорю, а почему денег федеральных не просите? Слушай, ты знаешь, почему не просят федеральных денег? Потому что федеральных денег, за федеральными деньгами особый контроль. Все структуры, вот сегодня там губернатора сажают, мэра сажают, в основном за что? За то, что неэффективно использовали федеральные деньги. Бюджетные деньги федеральных в первую очередь. Счетная палата что контролирует? Использование федеральных денег, федеральный бюджет. Поэтому они даже вот денег, даже если можно было взять лишних с федерации, не тянули. Они использовали свои региональные деньги. Зачем нужно было строить за счет региональных денег Серегова, если в свое время можно было 2,5 миллиарда денег в республику на Серегова взять из федерального бюджета. Я в этой ситуации участвовал, помню. Когда я был лидером Единой России, мне в партийной структуре говорят, нужен хороший социальный объект, который можно вести за 2 года, чтобы это было как бы, чтобы мы могли показать, что это достижение вот, Единой России, твой, Анатолий, конкретно ты добился. Я говорю, да, у нас есть такой объект, можно его построить. 2,5 миллиарда денег давали в бюджете, потому что, ну как бы, ни для кого не секрет, что Единая Россия пользовалась этим, потому что она была, фракция самая большая была и так далее. Я иду к Торлопову, говорю, Владимир вот предлагают вариант такой-то, такой-то, нужно письмо комфортное, с просьбой. Он говорит, ну, хорошее дело, давай, говорит, к Орде сходи. Я иду к Орде. Завизирую Орды. Я говорю, да. Я спускаюсь к нему, он говорит, о, хорошее дело. Я говорю, какие условия? Ну, Анатолий Ильич, ну, типа, не прикидывайтесь дурачком.
У вас были свои условия, у нас свои условия. Я говорю, нет, не знаю. Ну вот, надо. Я Торлов опять. Говорю, Влад, какие условия ты еще ставишь? Ну, ты знаешь, Тор, ну, я же экономикой не занимаюсь, финансами не занимаюсь. Но я без этой визы не могу. Меня же они, потом осекся. Говорит, надо согласоваться. Я звоню за Робина. Саш, я тоже его знаю хорошо. Ну слушай, вот так и так, и так, и так, давай. Скажи, дай команду. Ты же там самый главный и все прочее. Анатольевич, ну вы же были у Павла Анатольевича? Мы же сказали. Я говорю, ну, мне сказали, но я говорю, я не понимаю, какие условия. Анатольевич, ну все вы понимаете. Мне вот конкретно же ничего не сказали, но в принципе я же понимаю, о чем речь шла. Ну, Чернов отвечал за идеологию. Его задача была, чтобы не было шума, чтобы все проекты имели политическую подоплеку и идеологию. Он взял на себя СМИ, он взял журналистов, он аннулировал все СМИ независимые, очень тонко, очень умело, купил те СМИ, которые ему нужны, поставил людей, которые этим делом управляли, и все. Его задача была в этом заключалась. Он не лез в экономику, не лез в финансы, хотя и могущество его было очень сильно. Рамадан занимался своими проблемами. Каждый занимался своим делом. Это очень четко поставленная команда. Это ставил, конечно, команду не Торлов, не Гайзер. Они исполняли другой представитель. Поэтому здесь каждый все четко делал. Что мы потеряли из-за этого Торлова? Вот из-за этого человека, который бесхребетный, бесхарактерный. Я его знаю лично, я его виню больше всех в том, что произошло. Я считаю, что Габликов работает в силу своего положения. Он получил республику в страшном, катастрофическом ситуации. А кто ее довел до такой ситуации? Ну, не Габликов. Ну, я думаю, что у Габликова сегодня ситуация такая достаточно сложная. Ну, я не хочу его критиковать, но и свое видение могу высказать. Вот смотрите, у нас сегодня огромное количество мэров, огромное количество депутатов, огромное количество, ну, огромное с точки зрения много. Но есть ли среди них какой-нибудь человек, которого можно сегодня выдвинуть в лидеры, скажем, на следующий выбор? А вы себя не видите лидером? Я старый человек уже. Ну, по вам не скажешь. Да. Да. Нет человека, его не видно. С точки зрения подбора кадров, я считаю, что он неправильно действует. Ну вот я ничего не хочу сказать про министра. Я вот шел сюда к вам, да, и я уже сколько раз пытался позвонить министру, но я его не знаю, и сказать, вот эта корова, которую он поставил рядом, она напоминает мне те коров, которые сегодня у нас на фермах, худые, голодные, обессиленные. Если бы министр сельского хозяйства или любой другой министр сегодня держал подпорку из коренного вторым лицом и ему как бы помогал двигаться, было бы понятно. Но сегодня приходит министр любой, уже начинает за собой тянуть и всю команду с того региона, с которого он приехал. Вот это же плохо сегодня. Я думаю, что Габликов хочет себя показать, и он сделает то, что от него зависит. Но даже не то, что от него зависит, он сделает то, на что он способен. Вот как менеджер регионального уровня, он делает какие-то свои вещи, какие-то движения и все прочее. Вот то, на что он способен, он сделает. Но я еще раз повторяю, что для того, чтобы Габликов эффективно работал, вокруг все должны работать. А вот круга-то нет. Я вот не вижу таких монстров, которые бы сегодня двигались и двигались.
Я вот еще раз Ну где же ему взять? повторяюсь, вот Николай Николаевич, хороший, прекрасный человек, мой приятель, мы с ним в очень хороших отношениях уже давно. Он сегодня занят текущими вопросами. Вот вы назвали сейчас затопляет. Это его проблемы. Сегодня шахта, его проблемы. Это же, это вот, как сказать, всегда ссылка у мэров, что у меня хозяйство вот, я ЖКХ, я там школа, я здравоохранение, а промышленность, тем более Воркутау, тем более там Комедия, бывшая. Это ваш. Это вот, Сыктывкар. У вас и деньги такие есть, которые сделают. Вот самая главная проблема всех чиновников – это текучесть. Когда мы говорим о том, что надо освободиться побольше от государственной собственности, что мы имеем в виду? Чтобы эту текучку убрать. Мэры ко мне часто заезжали, обращаются. Если раньше на министра, на мэра стояла очередь желающих, сейчас даже если предложат, не пойдут. Я посчитал, человек 15, наверное, только в Сыктывкаре человек 5. Реально посадили, не просто это сам. Это ужас, это ужас. В Москве сейчас точно так думают все. Коми? Да вы что, ребята? Коми это... Раньше там сидим. Так, ну что я хочу познакомить. Вот Анатолий Алексеевич Каракчеев. Он с Коми Республики. Там сидим. Здравствуйте. А сейчас... коррупционеры. Серьезно? Я клянусь. Ну, со смехом, конечно, не говорят, но это стало проблемой. Я не думаю, что у нас больше, чем в других регионах, я говорю про мэров, уровень городов и районов, больше, чем в других регионах там нарушают, воруют или что-то еще. Но, по всей видимости, произошло это следующим образом. Ведь мэр каждый день подписывает сотни бумаг, готовит чиновники. И не только потому, что там что-то он решил себе немножко там прикарманить или там, сделать какую-то там незаконную сделку. Это еще и из-за того, что юристы не слишком сильные в администрации. Потому что юрист, как правило, если он хороший юрист, он зарабатывает много, а в администрации это ведь уровень чиновника зарплаты небольшой. Поэтому на это не обращали внимания достаточно сильно. И вот многие эти указы, постановления, или я не говорю о тех, кто действительно там приворовывал, а я говорю о тех нарушениях, которые, может быть, не сделаны не специально. Но на сегодняшний день прокуратура, следственные органы, там, МВД и все прочее, к этому стали очень пристально внимание уделять. Поэтому просто стали наводить порядок. Вот я помню, как в 2000 году, когда Путин пришел к власти, вот когда создали эти федеральные округа, у нас прокуратура отменяла пачками указы, постановления и все прочее. Все нарушения, все шли с нарушением федерального законодательства. Это было правильное решение. А потом еще одно, почему мэров у нас, ну я скажу, что часть мэров действительно немножко наглела. Но если, извините, воруют на Желтом доме здесь у нас, почему вы там не поворовали? И равняются на старших товарищей. Я думаю, что, может быть, даже была негласная. Вы обеспечите порядок в ваших городах и районах. Мы закроем глаза на ваши души. Но когда у них были тесные, дружеские, неформальные отношения ФСБ, прокуратурой, с МВД, со Следственным комитетом, когда люди, руководители этих органов, приходили, докладывали, выполняли под козырек
все поручения, тогда они могли решить любой вопрос. Я считаю, что это абсолютно из ряда вон выходящее явление. Я этим делом, так сказать, владею. Вот вы сказали, леспрохозы и лесхозы соединили, они стали работать. Вот в свое время лесхозам разрешили, в связи с тем, что не хватало денег, разрешили заниматься коммерческой деятельностью. Они стали тоже сами заготавливать древесину, помогать лесозаготовителям, делать какие-то работы на подряде. Потом это дело прекратили. Но бюджета, как правило, не хватает постоянно. И вот тогда на уровне федерации разрешили, опять же, что если лесхоз, допустим, заключает какой-то договор, какую-то сделку с заготовителем, и не с заготовителем, а с тем, кто делает на его подряде работы, ну, допустим, восстанавливает или сажает новые саженцы, или что-то еще делает. Им разрешили, я не знаю, гласно или негласно, эти нюансы я не знаю, в качестве дополнительного, ну как бы не поощрения, в качестве дополнительного ассигнования, бюджетных ассигнований, разрешили лесхозам право давать этим подрядчикам, так сказать, определенные участки леса на корню для вырубки. Что было в законе. Чтобы выжить, чтобы они могли просто выжить. Да, чтобы подрядчики согласились, потому что, ну, говорят, сделайте нам там, условно, воспроизводство там 1 000 000 гектаров древесины. Ну вот вам деньги, 1 000 000 рублей. И то что на 1 000 000 сделаем? Ну хорошо, мы тебе 1 000 000 денег дадим, еще лес дадим право рубки. Не законное право рубки. И этим сделали, стали все пользоваться. И потом вдруг, я не знаю, с чьей подачи, сказали, что это незаконно, ребят. Это нарушает какие-то законы, указы, нормативные акты и так далее. И попали у нас с комитета лесов чиновники. Я знаю их лично. Это не та категория, которую можно сегодня причислить к такому числу коррупционеров. Они действовали абсолютно в угоду комитету лесов, в угоду своей профессии. Сейчас, когда люди пришли независимые, порядочные, честные, они же уже не бегают и не выполняют решения. Я же знаю очень много, как бегали и как чиновников, которые были. Вы имеете в виду Бажутова? Что Бажутова? Порядочный, честный человек, который пришел. Сейчас я считаю, что все силовые структуры честные, порядочные люди. Потому что они ну как, честные, порядочные все должны быть. Но вот мы знаем, я не буду называть, не могу сказать, кто что получал, но смотрите, ушел Пиуков, ФСБ, куда на работу? Замглавы республики. За что? За какие заслуги? За лояльность? Куда ушел прокурор? Госдуму. Куда ушел там МВ? И вот просмотрите, куда все люди ушли, будет все понятно. Спиридонов имел хорошие отношения с Борисом Николаевичем. Через Коржакова я мог тоже пройти. И были хорошие отношения с Черномырдиным. Личные отношения. И мы этим пользовались. Потому что многие вещи, которые не позволяли другим регионам, нам позволяли. Есть статус республики. Вот что у нас сегодня не понимают люди, которые приехали к нам, так сказать, ну, их называю вахтовиками больше. Министры, там, представители корпораций, федеральных там, и так далее. Республика имеет свой статус. Есть область, есть край, есть республика. Республика всегда имела свой статус,
и всегда имела особые условия отношений в России. И в Минфине это знали. И вот эти распределения налогов, которые были, всегда учитывали вот этот статус. Сегодня, как бы, я думаю, что это не вина людей, которые сейчас работают, это беда их. Сегодня все области, края и республики стали иметь одинаковый статус. И я считаю, что это крайне неправильно, потому что мы представляем собой не просто какое-то количество людей, проживающих на территории. Мы представляем народность, коми-народность, которые сегодня еще здесь у нас проживают. И у нас есть своя конституция, у нас есть свой флаг, у нас есть конституционный суд, чего нет в областях. Но сегодня об этом почему-то стали забывать. Может быть, это специально делается, чтобы размыть все регионы, сделать одинаково. Но я считаю, что это абсолютно неправильно. Потому что со времен еще Ленина этот вопрос был очень-очень щепетильным. Он же может в любой момент выплеснуться. Ладно, Коми, он народ очень свободолюбивый, но очень мирный. А статус республик, людей, которые проживают на Северном Кавказе, или в том же Татарстане, Ингушетии, они, я думаю, что не так будут к этому относиться, когда лишат этого статуса. Вот это все началось, когда этим перестали заниматься. Перестали заниматься, когда Турлопов пришел к власти. Вина региональных властей, что они этот статус не поддерживают. А я думаю, что федеральная власть, она не инициирует это. Все занимаются проблемой Северного Кавказа. Знаешь, что там Дагестан, Чечня, Ингушетия, проблемы. А сколько республик вот у нас? Удмуртия, Республика Коми, Чувашия, Мария, все республики. А разве сегодня можно увидеть, что это какой-то статус особый? Ну, Татарстан еще отдельно, Башкирия еще как бы отдельно выделяется. А вот у нас был такой совет старейшин республиканских руководителей, когда уходили Якутия, когда уходил Татарстан, Башкирия, он собирался, обсуждался. И он был один из лидеров этого совета. А что решал этот совет? Он чисто был, он не решал ничего, он вырабатывал стратегию единую. Сегодня этого нет ни у кого. Согласованные позиции отправляли президенту или премьер-министру и ставили вопрос острый. Одно дело, когда ты едешь один, другое дело, когда ты едешь от имени кого-то. Вот я помню тоже такой случай. Значит, Спиридонов меня вызывает и говорит: Анатолий, ну-ка давай придумай, какие еще можно налоги внедрить в Коми, чтобы мы там дополнительно получали. Я говорю, ну, давайте, мы подумали, что-то, я там экспертов приглашал, ну мне там надавали разные советы. Но я к Спиридонову пошел и говорю: Иосиф, есть два варианта. Какие? Над нами каждый день пролетает 80 бортов иностранных самолетов. Каждый день. Я говорю, что? Так получаешь же за воздушное пространство, за проводку. Давайте сделаем сбор там 1%. А еще, говорю, у нас через республику прокачивается 80 миллиардов кубов газа. Сейчас 120 уже, даже больше. Я говорю, давайте попросим, чтобы 1 рубль с куба. 1 рубль с куба. Что такое? 80 миллиардов. Ну давай. К Виктору Степановичу поеду. И он едет к Виктору Степановичу, со мной, естественно. Он заходит там, к Виктору Степановичу было не подойдешь, зона своя, Приверская. Мы остались ждать, он проходит, потом вызывает меня, говорит, там охрана выходит, меня приглашает. Он говорит, сидит с Виктором Степановичем в комнате отдыха, по-своему разговаривает. Он говорит, Анатолий, объясни,
Он не смог объяснить. Я говорю, ну вот, Виктор Степанович, ну я объяснил эти две позиции. О, что придумал еще? Ну что еще придумал? Никогда такого не было, и вот опять. Да, но самое-то интересное, что с Борисом Николаевичем мы это согласовали, но надо было постановление, ведь как согласовываешь, Борис Николаевич указ подписывал, а дальше ты Совмин постановление должен сделать. Минфин свое постановление. Вот здесь-то у нас и остановилось. Поэтому мы тогда жили какими-то другими мерками. Кроме все-таки всегда славилась тем, что у нас хорошие кадры. И в Москве достаточно много работают. А элита, она уже вся уехала. Вы кого можете сегодня назвать элитой? Я говорю о бизнес-элите. Я и говорю, кого можно назвать элитой? Монди иностранец. Воркута-Уголь — это все люди приезжие, это нанятые на определенный срок. У нефтяников то же самое. У нас людей, которые получили здесь образование и практику, нет сегодня ни на одном предприятии статуса, с которого можно идти, допустим, на достаточно высокий пост. Вот какая ситуация у нас. Но есть самое интересное, что у нас и подрастающего поколения не видно. Они люди есть, но ведь мы никого не видим сегодня. Вот это самое страшное, что сегодня происходит в республике. Мы потеряем не только статус, мы потеряем еще и людей. Доходный налог платят все. И Воркута, и Лукойл, и ИП, и ЧП. А доходный налог 13% от зарплаты. Понятно? Акцизы платят кто? Кто производит нефтепродукты. Акцизы. НДС кто платит? Кто является плательщиком НДС? Налог на имущество кто платит? Все платят. Налог на имущество, НДС, налог на прибыль. Все налоги платят все. То есть налоговый кодекс для всех одинаковый. Для тебя, для него, для него, для него. Для Монди, для Лукойла, для этого, для этого. Все одинаковые. Но государство федеральное устанавливает. Вот ты получила миллион прибыли. 20% прибыли должно уйти в налог. В налоги. 20% прибыли. Из них 10%, они говорят, остается на территории, всем одинаково, всем субъектам. 10% уходит от 20, от 100, уходит в федеральную казну. Акцизы на нефтепродукты, на спирт, на водку, на табак 100% уходят, хотя акцизы создаются на винзаводе. А он же вроде как наш. Республиканский. Акцизы, вид налога, 100% в Москву. НДП, налог на добычу полезных, это самый крупный налог, я называю. 100% в Москву. Зависит не от вида собственности, а от вида налога. Лукойл платит на территории, он платит налог на прибыль. НПЗ платит, этот самый, Сасногорский НПЗ платит акцизы. Все акцизы уходят в Москву. Они и уходили в Москву всегда. Москва берет самые лакомые кусочки, самые собираемые и самые ликвидные. А на территории оставляют малый бизнес, там вот такие. В 1998 году баррель стоил $7. У нас себестоимость добычи, по-моему, 29 или 30 долларов за баррель. И чтобы даже по нолям выйти, нужна была вот такая... И нужно было вкладывать. То есть, а остановить месторождение, остановить скважину, это значит ее потерять. Она не может быть ключом. Даже как Монди, даже как вот Череповецкий металлургический комбинат, тоже чуть не остановился. Потому что затвердеет металл, он уже его не расплавит. Все уже. По газу была проблема проще. «Газпром» никто не трогал. Он так платил, вот как было. Ну, просто я еще раз вернусь вот к
Потому что Лена говорит, мы говорит, почему головные структуры ушли отсюда. Вот тоже пример. У меня были хорошие отношения с Кокурой. Сергей Петрович, это зам по финансам Лукойла. Потому что когда мы делали эту сделку, Березский там участвовал. Кстати, знаешь, Березский сейчас уже 1 200 000 000 объявил. Ну, хороший он человек, он все правильно структурировал. Мы не потеряли, мы очень хорошую сделку делали по кабинету. То есть республика получила очень приличное количество денег, бюджет за сделку. Мы получили доход от продажи акций, мы получили инвестиции в десятки раз превышающие те, которые мы самостоятельно делали. В Коминефть возможности инвестирования не было вообще. То есть Коминефть как структура, Татнефть, Башнефть, ну, они продержались подольше. Но представляете, вертикально интегрированная структура Лукойл имеет гораздо больше возможностей инвестировать. А вот я уже сказал, что сегодня в добычу надо вкладывать огромные деньги. Огромные. Потому что это поддержание пластов, это работа с месторождениями. То есть это не то, что поставил качалку и качаешь, а это нужно сначала вкачать в 10 раз больше воды туда, потом выкачать все это, потом очистить от воды, это все инвестировать. Поэтому вот характерный пример Монги. Значит, приходят ко мне маги с Кононовым и говорят: Кононов, он же матерщинник. Маги-то так. А Кононов был председатель совета директоров, а маги уже генеральные. А Кононов меня знает, он был заводилом обкома, он меня помогал. Анатолий, я извиняюсь, как он сказал, так скажу. Ты что, говорит, сука, враг республики? Анатолий Васильевич, откуда ты взял? А что вы со Спиридоновым? Что, хотите ЛПК загубить? Если ЛПК загубится, весь лесной комплекс республики загубится. Анатолий Васильевич, что случилось? Сырья нет. Баланс. Я говорю, он говорит, сырья нет. Я говорю, ну, ё-моё, слушай, так экономика рыночная. Покупайте, какие проблемы? Какой покупайте? Давай так, вот постановление я набросал, указ. Раньше было постановление ЦК КПСС или обкома. Прочитай, что приняли. Ну, у нас свои отношения, поэтому я не обижался. А там написано, так, ежедневно Питченко поставляет 100 вагонов под погрузку баланса. Этому лесозаготовителю поставить столько-то баланса, этому столько, этому столько, этому столько. Я говорю, а что случилось? Он говорит, на неделю осталось, остановим. А что такое остановить варочный котел? Он гибнет. Это как металл, он застынет. Все. Вот какая была ситуация? А денег нет. Бокситы. Знаете, как бокситы появились в республике? Благодаря кому? Благодаря Жириновскому. А я вот расскажу. Звонит мне дежурный по республике и говорит, Анатолий Алексеевич, Юрия Алексеевича нет, он уехал куда-то, я не знаю. У нас просит на посадку сделать Жириновский. Он летит с Нижнего Новгорода, когда его Борис Немцов не пустил. Помните случай? Да. Тот разворачивается, а у нас же от Нижнего Новгорода напрямую это близко. Что, говорит, делать? Я говорю, не знаю. А Жириновский был как бы такой опальный. Я подумал, Юрий Алексеевич действительно нет сотовых телефонов еще вот так, можно сказать, неактивно применялись. Пускай садится, что ж будет. Упадет человек, что ли? Ну, сел Жириновский, я его встретил. Ну, встретил, на этот пришел. Он говорит, там, давай, говорит, это самое. Я, говорит, первый раз, покажи мне это, что из себя представляет. Говорит, я помогу вам, я помогу. Ну, мы ее привезли сюда, покормили его. И я ему рассказал, что такое республика. И в том числе, он же любит такой нестандартный подход. Я говорю, смотрите, у нас бокситы, месторождения, самые крупные в Европе. Залежи там огромные. Мы уже за счет бюджетных денег сделали плавки первые, возили, чтобы инвестора-то
притащить к себе. И представляете, что у нас делают? У нас бокситы возят с Гвинеи-Бисау. С Греции Гвинеи-Бисау. Вот от негров? Я говорю, да. От негров. А мы, он даже заикаться стал. И вот через, все потом улетел, через неделю у нас Кочурин говорит, слушай, Жириновский выступал, так чехвостый Черномырдин, коми, с бокситами, а эти каких-то негров кормят, ну так эмоционально. И сдвинулось, то есть они, ну, эмоциональное выступление, во-первых, во-вторых, какое-то постановление подготовили и так далее. И вот когда мы начали переговоры с Эксельбергом о том, чтобы он это услышал, раз пришел к нам, я готов, мне нужно, у меня есть алюминиевый завод, все, Дерибаску мы подтаскиваем, это черные еще эти братья были. И я говорю, слушай, Юрий Алексеевич, давай, что мы сделаем подарок, что ли? Давай по-другому. Эксельберг, ты получаешь бокситы, но при этом у нас есть еще ТЭО на строительство глиноземного завода, а это уже вторичные. То есть боксит это руда, а глинозем это уже основа для производства алюминия. А потом у нас же мощности Печорская ГРЭС свободная. Алюминиевый завод там построил, небольшой хотя бы, на Печоре. И мы поставили условия этого. И Вексельберг эти условия принял. Говорит, да, я готов, ну не сразу, а степ-бай-степ. Акатов занимался персонифицированно этим вопросом. И вот мы ушли. Значит, рудник работает. На глиноземный завод сделали за бюджетный счет дорогу. Но завода никто не сделал глиноземного. А про Печорский завод вообще никто даже не вспоминает. Почему? Потому что нет человека, который толкает. Нет человека даже, который понимает эти все вот моменты. Вот в этом ведь заключается суть. Сейчас говорят, Минприроды соединяем с Минпромышленностью и так далее. Я, как старый чиновник, делал бы следующую схему. Вот есть самые актуальные вопросы. Какие сегодня актуальные вопросы в экономике? Раз, два, три, четыре, пять. Под вопрос проблемный, актуальный, и министерство нужно держать. А зачем мы держим министерство, которое, я не про Минпромышленность, Минприроды, я вообще про структуру. А зачем мы держим министерство, которое собирает бумаги? У нас есть стат управления. Ведь очень многие отделы дублируют стат управления. Поэтому, когда структуру региональную готовят, должны думать об этом. У нас сегодня, я бы создал Министерство инвестиций, которое бы только занималось поиском инвестиций. Сколько мы проехали в Европе, Тоталь, British Petroleum, были в Лондоне несколько раз, встречались напрямую с инвесторами, ведь никто не знал, в каком республике. Но, когда предлагаешь интересный проект, он потихоньку начинает двигаться. Кто сегодня занимается этим вопросом? Я, например, не знаю, кто-то персональный, персонифицированный. Да, есть Министерство сельского хозяйства, которое занимается проблемами сельского хозяйства. Но проблема сельского хозяйства не в том, что надо отчетно сделать и статистику и все прочее. Проблема сельского хозяйства в том, что нет инвестиций. Мы федеральный закон не поменяем. Нам сегодня нужны инвестиции. У нас есть куда вкладывать, у нас есть возможность расширять даже те отрасли, которые есть. Но я считаю, что этим делом сам Гавликов занимается много. Я знаю, что он ездит, сам встречается, но это недостаточно. Я считаю, что надо самым серьезным образом заняться поиском инвесторов и создавать какую-то структуру, которая этим занимается. У нас один из замов, у нас
Было два первых зама, Александр Михайлович Акатов и я. Александр Михайлович занимался только вот этим делом. Только инвестиции. Только инвестициями. От всей текучки он был освобожден. Сегодня инвестициями занимается, я так понял, Герасимов Николай Николаевич. Но у него огромная текучка. И он не часто бывает. А сейчас тем более еще два министерства. Он по 20 часов в сутки работает. У него голова забита текущими вопросами. А кто занимается отдельными инвестициями? Это не знаю. Но это специалист по инвестициям. Что в здравоохранение, что в горнорудную промышленность, что в нефтяную. Он специализируется на инвестициях. Он только этим делом занимается. Он делает презентацию, он делает разработки, они создают. У нас был огромный перечень потенциальных инвестпроектов. Но мы двигали, вот я помню, как мы готовили, а потом делали визиты Спиридонова в Европу, во все страны, где можно было что-то получить. Но ведь у нас же был специальный советник, извините, что я вас перебила, вот этот вот Яндиев, который вроде бы как и должен был заниматься советник один ничего не сделал. Инвестициями. Ну, что? А куда он вообще делся? Это я не знаю. Я его не знаю, не знаком. Может, что-то делает, там говорят, Бахрейн, или там Катар, или Саудовская Аравия. Но это тоже, кстати, вещь нужная. В том же Бахрейне, в Катаре или Саудовской Аравии Коми республику не знают. Когда начинают, говорят, нас же путают часто с Сибирью. А я, допустим, когда, и сейчас даже бываю там, где-то за границей, когда называют, что у нас нефть, уголь, газ, хотя газа уже мало, там лес, глаза расширяются. Как? Это все у вас? Медь нужна в мире? Нужна. Алюминий нужен? Нужен. Титан нужен? Нужен. Настолько полезных ископаемых, которые всегда будут использоваться. Но нет инвестиций. А что такое инвестиции? Медь. Вот у нас есть разработки марганца, которые мы покупаем в Казахстане. Сегодня марганец, если здесь построить завод производства марганца, 1000 работающих, высокооплачиваемых, квалифицированных, их дети будут учиться хорошо. Даже можно решить очень быстро. Вся проблема сегодня, вот проблема Саудовской Аравии, там, Катара и все прочее. Были еще 50 лет кочевники, была пустыня. 50 лет назад. Да, 50 лет назад. А сегодня процветающие. За счет чего? Американцы дали деньги, которые их отработали, которые сейчас дают прибыль. А Израиль, вот я влюбился в Израиль, ездил по там некоторым вещам. Тут на голом месте, под каждое дерево, сегодня цветущий Тель-Авив, и вокруг него цветущие зеленью города. А мы говорим, на пустыне. А что это делает? Это же деньги сделали. Но они взяли деньги, вложили, сделали прибыль и отдали. Это инвестиции. Смотрите, я вам сейчас добавлю ложку дегтя. Смотрите, что у нас происходит. У нас там, когда приходят добытчики, у нас никаких цветущих деревьев, оказывается, нет. У нас есть выход сероводорода, у нас есть всевозможные сокращения издержек при нефтедобыче и, как следствие, серьезные экологические нарушения нефтеразлива. Вот сейчас очень крупный нефтеразлив под Усинском. Прямо очень крупный, всю зиму текло, трубы ржавые, никто их толком не меняет, старые. Ну, вот такие вещи страшные происходят. Ну хорошо, пустим мы тех, других, пятых, десятых. А не повторится ли вот эта история с сокращением издержек и с отношением к этой земле, как временщиков, которые пришли сюда заработать бабки, взять вот эти самые ресурсы и уехать жить куда-нибудь в Испанию? Ну, это, знаете, похоже на тему, а хватит ли труды? Негде грибы будут собирать. Это тоже, нет, понимаете, если мы не будем использовать, если мы не будем использовать полезные природные ресурсы, которые нам Господь дал. Окей, я переформулирую вопрос. Как использовать эти ресурсы, как поднимать промышленность и использовать ресурсы так, чтобы не разрушать имеющуюся экосистему, чтобы не наносить вред природе, очень просто. Чтобы оставлять какой-то простор соблюдать для технологии. Сегодня технологии по добыче нефти, по транспортировке и газа, и нефти, чего угодно, позволяют делать все это
Это все безответственность, это все конкретные люди стоят за этими всеми делами. Лукойл же вкладывает огромные деньги в инфраструктуру. Это все уже не от того, что там вот они хотят или там хищнически используют, как раньше говорили. Это конкретные люди, конкретные исполнители, конкретные предприятия. Не доработали, не доглядели, сэкономили деньги. Экология, я знаю, что проблема экологии достаточно серьезная. Достаточно системная. Да, и системная, и серьезная, не только в нефтедобыче, не только там транспортировки нефти, а свалки. Это же ужас, что творится со свалками. Это же тоже проблема. А с углем в Воркуте, в Инте тоже проблема. То есть это не проблема такая, она системная, она уже устоялась. Опять же, почему? Вот что такое инвестиции? Фактически инвестиции это деньги, которые нужно вложить, что-то на них построить, что-то на них создать, и которые дают прибыль, которые позволяют создавать рабочие места, и которые потом отдаются. Это не халявные деньги, не бюджетные деньги. Но если сегодня в Австрии, я вот сейчас недавно был, дают лизинг под 0,5% годовых, а кредит под 1,5% годовых, а у нас знаете сколько? 20%. Вот китайцы недавно были, по лесу очень много березы закупали. Это известная проблема, кстати. Китайцы были, очень много березы закупали. И мы с ними разговаривали за рюмкой чая. И я рассказывал, какие у нас налоги и все прочее. Когда они послушали, какие у нас ставки, какие лизинги, они так и говорят, вы еще живете. Главное звено, за которое можно вытащить цепь, Владимир Ленин говорит, это инвестиции. А у нас идет отток, у нас в прошлом году опять 100 миллиардов ушло. Официально. Инвестиции, денег нет. Вот нам с тобой, Лен, дали бы сегодня миллион и сказали, через 5 лет верните, ну что-то сделайте. Мы же придумали бы что-то сделать, но без процентов. Придумали бы? Да без процентов-то, конечно, что угодно мы придумали. Придумали бы. Но не своровали бы, а придумали. А если я не беру, там, у меня получится, если страховку и все прочее, то вот открытая часть от 15-20%. А тебе нужно застраховать. Тебе нужно найти поручителя, тебе нужно это сделать. Это еще 10%. И получается, я вот за лизинг переплачиваю 30%. Сегодня два разных министерства, функции у них разные. Проблем-то в лесном комплексе и влияние на жизнь сегодня несоизмеримо с теми другими отраслями, которые существуют. Ведь сколько проблем у нас сегодня в лесной отрасли, которые никто не занимается. Ну, говорят, у нас есть комитет лесов. Комитет лесов занимается охраной, воспроизводством, защитой и поддержанием жизнедеятельности леса. Вот так и Министерство природных ресурсов, как комитет лесов, заниматься должно вот этими проблемами, потому что полезные ископаемые, природные ресурсы требуют очень бережливого, очень такого пристального отношения специалистов. А промышленность – это система, которая создана для того, чтобы эти природные ресурсы или лесные ресурсы использовать. Кто же будет контролировать использование? Я считаю, что тоже их объединять нельзя, не только с точки зрения там, правильности, неправильности. Николай Николаевич Герасимов, я думаю, что он это знает, наверное, больше, чем любой другой. Но сможет ли он отстоять, кто инициатор, я даже тут немножко не понимаю. Так же, как в лесном комплексе. Если сегодня разреши рубить там, где захочет Монди, и там, где ему наиболее прибыльно, он же полезет, а лесной комитет лесов говорит, вот здесь в этом году рубите, здесь оставьте для воспроизводства, здесь на следующий год. Он составляет план рубок, план ухода, план воспроизводства.
запасы древесины в Швеции 2,7 миллиарда кубических метров. А в Коми самый крупный лесной массив. А в Коми знаете сколько? 3 миллиарда. Как в Коми 3 миллиарда? А сколько тогда в этом в России? Я в России не помню. Много. И сколько заготавливает в Финляндии, знаете? 70 чего? миллионов кубов в год. Сколько добывает, сколько заготавливает в Швеции? 65. Ну, цифры примерные. В Норвегии вон вообще отказались. В Норвегии не лесная страна. А сколько в Коми, вы знаете? 7. У меня буквально вчера был разговор тоже. Так вот, лес вырубает, тут жить скоро, там ягоды негде собирать. У нас проблема другая. У нас скоро лес сгниет на корню. У нас 60% леса перестойного, который уже первый рез пилить нельзя. Вы знаете, сколько в 96 году в республике заготавливали древесину? Нет, не знаю. 26 миллионов кубов. Были задействованы поселки, лесные поселки, реки, железные дороги, автомобильные дороги и все прочее. А сейчас 7. Почему это произошло? Это произошло потому, что у нас некуда сбывать лес. Мы стоим такой... У нас логистика не очень хорошая. Когда лес рубят, вот заходишь в массив, да, там есть деревья, которые идут на пиление. Это процентов у нас 25. А весь остальной лес идет на бумагу, на щепу, часть на фанеру, часть там. Да, там древесина разного качества. Древесина разных пород, разного качества. Так вот, если ты рубишь 1 000 000, значит 250 у тебя пилостик, его распилят. А остальные 750 куда деть? Монди у нас берет там, условно, там, 5 миллионов кубов. Вот балансовую древесину берет Монди. Больше никто не берет. Сегодня вывозить в Коряжму можно, но он берет с Архангельской области. Вывозить в Соликамск можно, там Пермская область есть. Вывозить в Архангельск, он там берет свою структуру. У нас нет мощностей, у нас за последние, по-моему, 40 лет не построили в России ни одного ЦБК. Я думаю, что республика жизнеспособна и надо поднимать республику. Будущее есть у нее, потому что у нас огромный природный ресурс, который используется сегодня на 10%. Вот Леонид сказал, там, древесина, да, они найдут какой-то другой вариант. Потом, знаете, как за древесину, это вот когда-то у меня был случай, я выступал на международной конференции, когда, помните, мы часть Юга-2 отдали под разработку золота. Месторождение чудное. Да. И у нас пошла эта самая волна критики в адрес Коми республики. И я в Финляндии выступал на конференции, дают мне слово, объявляют выступление, я иду, а в зале свист. И крики, ты долой, там не русские, финны, все прочие, Гринпис. Я дошел, не дают говорить. Я говорю, хорошо, дайте мне, пусть кто-то скажет, что хотят. И выходит, кто-то там на английском языке говорят, я слушаю перевод, и там нас чешут. Я говорю, хорошо, я отвечу. Да, Республика Коми – это европейская часть России, и у нас огромный запас древесины. Да, они легкие всей Европы, там, они же легкие всей Европы, что вы делаете? Да, они легкие всей Европы. Потому что в европейской части, в Европе, от Урала до Португалии, таких запасов больше никого нет. Да, они легкие всей Европы, к тому же они больные, легкие всей Европы. Но почему?
эти легкие всей Европы больные лечит только одна республика Коми, а вы ни одной копейки нам еще не дали. Это, ну, типа, все замолчали. Хорошо. Денег-то дали? Хорошо сказали. Какой денег дали? Нет, денег дали. Почему не? Я с Ярошенко потом дали? встречался, с Гринписом, помнишь? Дали, почему не дали? представитель. Пришла сюда серебряная тайга и так Было, далее, да, дали, да. дали. Это, может быть, это тоже результат того, Он может быть, да. Понимаете? И я говорю, если сегодня, вот как быстро же можно, это вообще вопрос, как сказать, вот у нас по лесному бизнесе видно заметно. Вот Троицкую Печору пришли несколько крупных предпринимателей, привезли деньги и нашли, что делать. Сбербанк объявляет, что он в прошлом году или во втором полугодии прошлого года получил 335 миллиардов рублей прибыли. А зачем эта прибыль столько? Снизьте ставки. Получите 100 миллиардов. Но прибыль-то, оказывается, очень нужна, чтобы выплачивать дивиденды. А кто имеет акции? В основном руководящий состав, ну, акционеры, в том числе руководящий состав. О чем они думают? Прибыль надо больше показать, чтобы больше начистить дивиденды. Самим себе. Но вот сегодня Набиуллина говорит, мы за счет того, что мы там сжали, вернее, за счет того, что у нас снижается инфляция, вот будем ставки ключевые там снижать. Но инфляция достигнута не за счет снижения цен. Цены-то растут за счет сжатия массы. Просто не стали покупать. Столько, сколько покупали. И как вроде как говорят, инфляция снизилась. Так вот, я еще раз возвращаюсь. Основа процветания в республике, России в том, чтобы нам была возможность получать инвестиции. Я вчера был, у нас сейчас посадки же идут, да? Ну, посадки, я имею в виду, не гейзера, Ну, вот это другой идет. посадки Разные циклы посадки. разные, да. Да. Значит, и поехал в Изябрш. Изябрш, там один предприниматель, фермер, выращивает рассаду. Разную. Молодец, я посмотрел, теплица уже несколько раз заезжал. Я говорю, да расширяйся. Я приехал, говорю, дай огурца. Он говорит, только маленькие. Я говорю, вот, говорит, только перед тобой купил там один, увез. Я говорю, а что ты не расширяешься? Он говорит, землю не дают. Я уже готов расшириться. А потом, это первое, а второе, надо же деньги. А если ты берешь по 20% годовых, какая прибыль у тебя когда получится? Никогда. Почему у нас ездят на лесовозы вот эти белорусские, как они, МАЗы, которые через 3 года выходят из строя и везут по 40 кубов. 10 миллионов стоит, допустим, Скания. Ты за 10 миллионов рублей его купил, но ты будешь возить 20 кубов. Так ну, у тебя никогда не дороги должны быть, в Финляндии же возят, дороги разбиваются. Мы так строим дорогу. И потом, это самое. Так вот, если бы нам дали сегодня вот этот дешевый лизинг, дешевый кредит, да Россия бы через 5 лет догнала бы всех, обогнала. Я не понимаю, почему 400 миллиардов долларов лежит в Соединенных Штатах под 1,5%. Почему Это у кого? Что это за 400 миллиардов? Это вот резервы Российской Федерации. Почему в ценных бумагах американцы лежат? На этот вопрос никто не отвечает. Но его никто не задает, кроме интернета. Ответ на этот вопрос есть. А почему сегодня Центробанк зарегистрирован в Соединенных Штатах, штат, я не помню какой там, Огайо? Почему? Ответ на этот вопрос есть. Есть, конечно. Потому что, значит, и он не в том, что это какая-то коррупция или еще что-то. Точнее, коррупция, но другого рода коррупция. Значит, вот эти деньги, настолько неэффективная вся эта машина административная, что если эти деньги вернуть в страну и попытаться, значит, их там как-то инвестировать и так далее, 90% их будет разворовано. Да, вот, я не согласен. Это было всегда. Вот когда мы работали, то же самое говорили примерно, как ты говоришь. Разворуют. Есть связанный кредит. Дай мне кредит, чтобы я купил только машину.
И никуда больше я не имел права его использовать. Где своруете? У нас такие талантливые предприниматели, Нет, что они купят эту машину, тут же ее продадут куда-нибудь. ты знаешь, талант Не предприниматель, У нас был Николай Николаевич Вавилов, Кто-то продаст, главный кто-то налоговый нет. инспектор. Вот я помню, как налоговая система менялась, и каждый день создавались какие-то проблемы у нас. Вот не платят. Мы делали такой мозговой штурм. Николай Николаевич говорю: слушай, ну ты посади самых опытных, пусть только этим занимаются. Как вот против таких найти такое? Но есть же этот вариант. Это не проблема республики, это проблема федеральных властей. Сегодня, это давно, кстати, говорили, 70-е, 80-е, 90-е, север никому не стал нужен. Ведь у нас отток не потому, что ну, прям так все уезжают. Уже у нас программа переселения есть. В Воркуте, в Инте, в Устинске, Печоре люди как бы по статусу переселенцев. То есть отработал 20-25 лет, получая статус, получая квартиру, и ты езжай. У нас же стимулируется отток населения. Но с другой стороны, когда-то было тоже спор у нас еще во времена Гайдара, тогда уже мы с Чубайсом спорили здесь. Он там, вот привезем вахту. Ну, кто на угольную шахту, каких вахтеров можно привезти? Каких нефтяников на вахту можно привезти? Подсобных рабочих, да, а коренных нефтяников, шахтеров, проходчиков в Воркуту не привезешь. И условия добычи, скажем, в Донбассе и в Кузбассе и в Воркуте же разные совершенно. Поэтому я считаю, что это огромная ошибка, когда люди, опять же, не сформировали еще правильно национальной политики в отношении к северам. Ведь отток не только в Коми республике, отток по всем северам. А мы сегодня говорим, там Арктику надо осваивать, это делать. Кто будет делать? Оптовики? Я думаю, что это не решит проблему. Поэтому главная проблема в республике – это остановить отток тех людей, которые квалифицированы. Пенсионер, если он отработался и отслужил свое, имеет право переселиться, пусть переселяется. Но уже у нас же сейчас, я считаю, 70% людей, молодых людей, которые поехали учиться в крупные города, не возвращаются. У меня внучка закончила академию прокуратуры, осталась. Внук сейчас в Питере учится, я думаю, что тоже останется. Сколько из числа людей знакомых не хотят возвращаться, потому что престиж потеряли. В наш Сыктывкарский университет не с большим удовольствием идут люди учиться, молодые, потому что опять престиж потерян. Вот проблема, оставить отток молодых людей. Я вот сейчас с Украиной всегда сравниваю, меня там начинает, вот, Украина там разваливается. Украина через 5 лет, я думаю, что по темпу нас превзойдет. А инвестиции придут в ту страну, где хорошая политическая система, где хорошее налогообложение, где хорошие чиновники, ну, Судебные где системы. нет коррупции и так далее. Но если глобальный выход надо делать, надо менять систему всю взаимоотношений и политики, и в экономике, и в финансах, и в налогах, и судебной. Это не один пучок. Здесь же все связано, все запутано до такой степени, что как-то вот решить одним движением ничего не получится. Я прошел достаточно много. Все кризисы, которые были с 1964 года, я прошел разные. Но я помню, академик Сахаров выступает на съезде депутатов Союза и говорит: надо отменить 6-й пункт Конституции. Надо отменить 6-й пункт Конституции. Я прочитал его. Ну и что? Я думаю, ну что отменит?
что сделает этот 6-й пункт? Оказывается, Сахаров уже умница. Он увидел звено, которое держит всю цепь. А 6-й или 7-й? 6-ю. Это руководящий направляющий силы КПСС. И вот когда отменили, казалось, все рассыпалось. Потому что это была основа этой системы. Основа сегодняшней системы, которая создалась последние 20 лет, что? Коррупция. Нет, не коррупция. Авторитаризм. Авторитаризм. Сегодня, вот я Путина знаю, тоже когда-то встречался с ним, я знаю, это очень умный человек. Он очень системный человек. Но он создал систему ручного управления страной. Когда есть человек зарплату выдавать, куда он там ездил, в Ленинградскую область. Пикалева? Да, Пикалева. Вот это его проблема сегодня. Да, то есть Я если думаю, у кого-то что- развалился сарай, это Конечно. ему приходится... А вот сейчас вот вопросы будут. Ну, смотрите, там 2 миллион вопросов уже начали задавать. Какие вопросы-то? Вы понимаете? На прямой линии, да. Я сам был в этой шкуре, и я помню, хочется взять на себя все эти вопросы, чтобы ты владел и все прочее. Но у тебя физически не хватит ни сил, ничего. А все привыкли, вот, пока ВВ пока не скажет, ничего не решим. Вот, как только он сказал, сделайте там что-то еще, все начинают решаться. В начале 2000-х годов вот это нужно было необходимо, потому что страна распадалась. Надо было потом менять, мы 17 лет уже в такой системе живем. Сейчас я не знаю, он, мне кажется, хочет уже, но не может поменять, потому что все обросло контактами такими людьми, которые в этой системе работают и в этой системе, как рыба в воде, чувствуют себя. И в этой Он системе... стал заложником созданной им системы. Конечно, я так думаю. И это на региональной власти ушло, на муниципальной власти ушло, когда от человека тоже зависит. Вот что нужно, судя по большому счету, менять. А это что? Это политическая система, выборы там, это в экономике свобода, это в финансах, в налоговой системе новое совершенно отношение. Я всегда говорю, ну, вот все почему-то хотят увидеть какую-то русскую особенность. Что вы нам суете, русскую особенность? Мы же русские, мы же там россияне, для нас вот это не подойдет. Да возьмите самую плохую демократию, которая есть, внедрите и хоть двигаться начнем.